В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Дорожники готовятся к открытию переправы Якутск-Нижнебестях. В Нерюнгри внедрен комплекс автоматизированного учета воды и стоков. Как минимизировать свои отходы? В Якутии набирает обороты движение зеровейстеров. Елка главы. В Якутске завершились республиканские мероприятия для отличившихся школьников Якутии. Вечер чудес. В столице готовятся встретить легендарного Леонида Якубовича, который в эфире нашего телеканала проведет розыгрыш. Как прийти в себя после инсульта? В Ленске заработал социальный проект. Движение по ледовой переправе Якутск-Нижнебестях планируют открыть завтра. Сама переправа готова, осталось лишь утвердить документацию. Проезд будет разрешен для транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн. Протяженность ледовой переправы 12 километров. Отмечается, что в прошлом году открытие данного участка состоялось 2 неделями позднее. Впрочем, увеличение грузоподъемности ожидается после 5 января нового года. В Якутии ликвидируют около 25 тысяч аварийных жилых помещений до 2025 года. Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин провел в режиме видеоконференц-связи заседание наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ. На нем заслушаны отчеты о ходе реализации адресных программ по переселению. Глава Якутии сообщил, что в срок до 1 сентября 2025 года в 36 муниципальных образованиях предстоит ликвидировать 1 142 000 квадратных метров аварийного жилья. Сообщается, что это порядка 11% от общего объема аварийного жилфонда России, что составляет более 3500 жилых домов или порядка 25 тысяч жилых помещений, в которых проживает 61 тысяча граждан. Коммунальщики Алданского района с уверенностью заявляют, что готовы к новогодним праздникам. Топливо для котельных завезено в избытке и хватит до середины февраля, рассказывает Руслан Павлов. Первую половину нынешнего отопительного сезона алданские коммунальщики прошли без особых проблем. Аварийные ситуации, которые случались за этот период, устранялись в сжатые сроки и не влияли на общую картину по тепловодоснабжению. Основной поставщик тепла в районе, общество «Теплоэнергосервис», заявляет, что в новогодние каникулы проблем также не будет. На сегодняшний день «Теплоэнергосервис» полностью уже готов к прохождению новогодних праздников. Сформированы аварийные бригады, подписаны и утверждены графики ответственных дежурных. Да, аварийный запас тоже утвержден, сформирован. По крайней мере, пока отопительный сезон проходит спокойно. Все вопросы, возникающие и проблемы в период отопительного, решаются в оперативном порядке. Под завязку заполнены угольные склады и площадки. Топливо поступает бесперебойно, и сегодня его запасов хватит до середины февраля, заявляют коммунальщики. На сегодняшний день запасов топлива у нас хватит до середины февраля. Новогодние каникулы мы пройдем спокойно, благополучно. Топливом мы обеспечены 100%. Кроме того, Теплоэнергосервис продолжает акцию «В Новый год без долгов». Акция продлится до середины января, что позволит населению погасить коммунальные долги без начисленных пений. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгри внедрен комплекс автоматизированного учета воды и стоков. Предприятие стало получателем средств федеральной программы. Их направили на реконструкцию насосной станции и резервуаров чистой воды на Амулинском водозаборе. В Новосибирске уже закуплено насосное электрооборудование и дизель-генераторные установки. В конце марта, начале апреля следующего года начнется монтаж приобретенной техники. И до конца декабря следующего года она должна быть введена в эксплуатацию. Во-первых, преимущество дает в экономии электроэнергии порядка 40%, мы посчитали, которые будут направлены уже в рамках инвестиционной программы на покрытие кредитных обязательств. А в дальнейшем с 2025-2026 года на снижение тарифов по водоснабжению. Целевой фонд будущих поколений Якутии выполнил задачи, которые были поставлены еще в начале этого года. Руководство фонда отчиталось об итогах, с какими показателями они закрывают этот год и какие планы ставят на следующий, в материале Дмитрия Тымырова.
Для целевого фонда будущих поколений этот год был насыщенным и очень плодотворным. Задачи, которые были обозначены еще в начале этого года, реализованы в том числе по увеличению объема пожертвований. В этом году мы привлекли средства в размере 1 427 000 000 рублей. Это рекордная сумма для целевого фонда будущих поколений. Напомню, что еще в 2015 году мы получали средства в размере 521 000 000 рублей. Как и прежде, фонд вносит свой неоценимый вклад в успешную реализацию социально значимых проектов региона. Это в первую очередь строительство социальных объектов. Мы ввели в эксплуатацию объект школа на 90 учащихся в селе Абыйского района, и также ввели адаптивный спортивный зал в селе Бетюнцы Амгинского района. Сегодня эти два объекта уже функционируют, они вносят свой вклад в развитие социальной сферы республики. Хочется только одно пожелать компании именно в этом направлении больше работать, потому что очевидно, что эффект здесь, он живой, непосредственный, более массовый. Также с этого года фонд начал работать и развивать новое направление в регионе, как корпоративное волонтерство. Я могу сказать, что сейчас основной тренд на социальное добровольчество, которое поддерживается правительством Российской Федерации, входит в приоритет, в национальный проект «Демография». То есть это как раз спектр, направленный на людей или на какую-то острую проблему. Также с 2016 года фондом ведется большая работа по поддержке многодетных семей. Только за этот год они оказали материальную помощь 682 семьям Якутии. Фонд будущих поколений мне очень материально помогает. Второй год я уже у них получаю подарки. Первый год они нам в семье подарили телевизор, к чему мы очень были рады. И второй год мы думали, что они не придут, и они тоже пришли и подарили нам диван. Эти и другие работы в будущем будут продолжены. Так, на следующий год перед фондом стоит задача по увеличению пожертвований и началу строительства культурных центров в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса, в селе Барагонцу Уселданского улуса и в селе Намцы Намского улуса. Завершая год, целевой фонд будущих поколений надеется, что предстоящий год будет еще более плодотворным и результативным. Дмитрий Тымыров и Григорий Николаев, Якутск. В Якутске открыли единственный на Дальнем Востоке центр пищевых технологий. Учреждение обеспечит повышение безопасности и качества пищевой продукции и продвижение ее на рынке. О направлениях работы центра расскажет Сарглана Федорова. От поля до прилавка начнут следить за качеством продуктов, которые оказываются на нашем столе. Специалисты Центра пищевых технологий выявят и предупредят проникновение на потребительский рынок республики некачественного и опасного для здоровья товара. На вкус, запах и цвет будут испытывать любую продукцию в лаборатории. Они пройдут многоступенчатую экспертизу в соответствии с требованиями российских и международных стандартов, в том числе регламентов Таможенного союза. Этот прибор называется спектрофотометр двухлучевой. Тут проводят исследования пищевой продукции и кормов, комбикормов, зерна на фтор, химические, на фтор, нитриты, нитраты, кальций, фосфор. Лаборатория располагает высокотехнологичным оборудованием. Всю информацию обрабатывают в электронной базе данных. В этом газовом хроматографе абсолютно любая продукция проходит испытания на пестициды, органические вещества и даже можно выявить фальсификацию продуктов. Несвоевременные гарантийные и постгарантийные обслуживания оборудований, их износ – все это останется в прошлом, уверены специалисты. Техническую и технологическую поддержку получат пищевые и перерабатывающие предприятия республики. Задача центра – помочь им создать производственные лаборатории на местах. На базе учреждения обучат технологов и лаборантов химического анализа. По предприятиям будем ходить и технологические, и технические, и лабораторные аудиты будем делать. Но ни в коем случае мы наказывать их не собираемся, мы будем им помогать, наоборот. Как это улучшить, да? Если совсем плохо, то, конечно, мы надзорные органы можем известить, что там что-то не то творится. Еще одним направлением станет возрождение национальных традиций производства продукции. Товаропроизводители начнут изготавливать кисломолочные продукты на основе якутских молочно-кислых бактерий. Закваски для них будут производить в этом центре. В полную силу учреждение заработает со следующего года. Его пока открыли на базе сельхозкооператива. В планах преобразовать центр в государственное учреждение. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск.
В Якутии набирают обороты движение зеровейстеров. Это люди, стремящиеся минимизировать свои отходы. В преддверии праздников перед ними встает новая задача – рассказать населению о том, чем опасна праздничная упаковка и как с ней обращаться. О настоящих мусорных революционерах в сюжете с Рогаланы Неустроевой. Движение экоактивистов в Якутске зародилось в апреле этого года. Изначально их деятельность несла сугубо просветительскую задачу. Однако позднее выяснилось, пропасть между населением и переработчиками вторсырья просто огромна. Вопрос уже созрел. Очень давно уже весь мир переходит на раздельный сбор. То есть у нас, скажем, на планете уже, можно сказать, нет мест, да, для мусорных полигонов. И люди, не только во всем мире, но и в городе Якутске созрели для раздельного сбора. Менее чем за год к рядам экоактивистов присоединились более 90 волонтеров. Благодаря им стало ясно – людям не все равно. С каждым мероприятием количество участников растет. Во время последней акции их собралось уже более 2500 человек. И это несмотря на 35-градусный мороз. Все, что люди сдали, это картон, пластик, да, они все у нас отправляются куда? В мусорные баки. А мы их собираем и отправляем на переработку. То есть у нас есть организации, которые отправляют в другие города, допустим, Хабаровск, да, Благовещенск на переработку. И в городе Якутске у нас тоже есть организации, которые занимаются переработкой. По словам специалистов, люди уже давно готовы перейти к сортировке отходов. Показательным примером стали установленные в 202-м микрорайоне баки для пластика. Со слов работников предприятия, опустошать их они приезжают почти каждый день, а содержимое уже практически не приходится сортировать. Предприятие занимается утилизацией, обезвреживанием отходов 1-4 класса. Это наш основной вид деятельности. И также мы занимаемся параллельно обработкой картона, пластика, ПЭТ-бутылок. У нашего предприятия есть возможности перерабатывать от 100 до 150 тонн. То есть, в принципе, это предприятие может весь картон города Якутска переработать. Но здесь необходимо, чтобы власть наша пошла навстречу. Сейчас в Якутске порядка 5 пунктов сбора различного вторсырья, в том числе и особо опасных отходов. Воспользоваться их услугами может каждый. Пока предприятия работают чуть ли не на голом энтузиазме и даже себе в убыток. Однако, как признаются руководители, это стало едва ли не долгом – оберегать родные края от экологической катастрофы. Рогалана Неустроева, Джилус Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Елка главы в Якутске завершились республиканские мероприятия для отличившихся школьников Якутии. Вечер чудес. В столице готовятся встретить легендарного Леонида Якубовича, который в эфире нашего телеканала проведет розыгрыш. И как прийти в себя после инсульта. В Ленске заработал социальный проект. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Число заболевших корью в столице республики возросло до 44 человек, в том числе 13 детей. Большинство заболевших не имеют прививок против этого заболевания. По данным санитарных врачей, в Якутске продолжается иммунизация против кори среди непривитых горожан и не болевших ранее корью детей. Также работников всех образовательных учреждений, торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта. Как отметили в Роспотребнадзоре, в медицинских организациях Якутска созданы 52 прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации. Против кори привито 6400 человек, больше половины из них – дети. 18 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в Якутии до 2024 года. Цель создания центров – обеспечить доступность ранее специализированной диагностики конкретного заболевания и получения лечения на месте, в районах. Говоря о работе за прошедший год в рамках реализации национального проекта здравоохранения, появились центры амбулаторной онкологической помощи на базе 9 медицинских организаций. Основным показателем является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. За первые 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение смертности населения от новообразования на 1,6%, а по сравнению с общероссийскими показателями на 27%.
В России ежегодно фиксируется более 400 тысяч инсультов. После перенесенного инсульта к труду возвращаются не более 15% больных. В этой связи особенно важной является проблема системы реабилитации лиц, перенесших инсульт. В Ленске уже полгода работает социальный проект под названием «Мир без границ», где люди, перенесшие инсульт, под руководством методиста адаптивной физкультуры Ларисы Рязанцевой выполняют комплекс упражнений для реабилитации. Физкультура после инсульта ускоряет процесс восстановления. Занятия улучшают кровообращение, не дают крови застаиваться, способствуют восстановлению мышечной памяти, снижают тонус мышц и позволяют быстрее восстановиться после перенесенного недуга. Помимо групповых занятий, Лариса Рязанцева проводит индивидуальные на дому для более тяжелых пациентов. Все занятия проводятся бесплатно. И моя задача, и моих практикующих, донести до жителей нашего города, что есть такая программа, где люди могут приходить в определенное время, заниматься, получать какую-то консультацию. Ребята выполняют домашние задания, у них есть тестирование, которое они проходят раз в месяц. Мы потом по результатам можем понимать дальше, как нам строить практику. Добровольцы города Мирного устроили новогодний праздник для особенных детей. Волонтеры дарили ребятам подарки от неравнодушных горожан, а для детей постарше организовали новогодний квест. Подробнее в материале нашей съемочной группы. По-настоящему добрые дела. Детям с особенностями психофизического развития из коррекционного интерната подарили новогодний квест. Такое в практике впервые. Ребята увлеченно разгадывали ребусы и на перегонки находили тщательно спрятанные задания. Здесь, в интернате, мы не стали привлекать других волонтеров. У нас свои волонтеры, которые специально обучены, как заниматься и как общаться с детьми с ОВЗ, побегать, порезвиться, разные пройти этапы, развивающие. Именно на развитие мы хотели включить квест. Проводить праздники для особенных детей – традиция. Без чудес не остается никто. Новогодние заказы Деда Мороза от деток помладше воплощали в реальность всем городом. Благодаря этой акции каждый ребенок остается доволен и счастлив, потому что именно перед Новым годом он получает подарки от самого Деда Мороза. Каждый ребенок пишет письмо Деду Морозу, и Дедушка Мороз выполняет все его желания. Я написал письмо, что я хотел набор бэйби-бёрст. Это волчок, которым можно сражаться. И эту палочку дергаешь, он отпрыгивает и он крутится. Праздник удался. Гости пожелали, чтобы у этих мальчишек и девчонок сбывались все мечты, а взрослые будут всячески помогать им в этом. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. А в Якутске накануне отгремел главный новогодний утренник для школьников Якутии. В государственном цирке прошла традиционная елка главы. В этом году для ребят было презентовано и новое представление. На мероприятии побывал наш корреспондент Сергей Михедов. Еще в младших классах ученицу 9-й средней школы поселка Чульман Александру Тимохову родители отдали на дополнительные занятия по математике и физике. С тех пор у Саши появился нетипичный для девушки интерес к точным наукам. Александра уверенно идет на золотую медаль, и чтобы посетить елку главы, пришлось преодолеть серьезную конкуренцию. А сейчас в каком классе? У нас было довольно-таки много претендентов, 9 девочек. И я даже переживала, что, скорее всего, могу не попасть сюда. Из самого холодного места планеты Эмиконского района на главный новогодний праздник приехал Сандал Атласов. Его энергии хватает сразу на несколько увлечений. Поет, танцует, пишет стихи, выступает за сборную района по лыжным гонкам. Участник многих республиканских и международных олимпиад, хочет остаться в Якутии и отдать всего себя родной республике. Накануне Сандал принял участие в форуме, где с премьером Владимиром Солодовым обсуждали цифровое развитие Якутии. Цифровая трансформация – это не только новые инвестиции, а глубокое преобразование услуг, продуктов, структур организации и стратегии развития всех сфер жизни общества, именно нашей республики. Большинство ребят из районов Якутии принял Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Всего примерно для 400 старшеклассников были созданы комфортные условия для проживания. Более того, для лучших умов Якутии организовали и культурную программу.
Детям показали фильм «Надо мною солнце не садится». Они посетили и Саха-театр, это новый спектакль Андрея Борисова. Они посетили и Русский драматический театр, значит, посмотрели повесть Пушкина «Барышня-крестьянка». В этом году приглашение на елку главы Якутии получили около 700 школьников со всех уголков республики. А праздник проходит в Государственном цирке Якутии. Здесь для ребят показывают представление «Щелкунчик». Эта сказочная постановка стала новогодним подарком от Государственного цирка имени Расторгуевых. Старшеклассники с восторгом аплодировали артистам. Выступил для ребят и ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». А по завершению праздничной программы глава Якутии Эсен Николаев поздравил активистов и умниц с наступающим Новым годом и отметил их важнейшую роль для нашей республики. Друзья, я горжусь вами, я горжусь вашими достижениями. Я уверен, что если вы пронесете эту тягу к лучшему, к светлому и дальше, уже во взрослой жизни, у нашей республики прекрасное будет будущее. Всем приглашенным участникам праздника вручили стипендию в 25 тысяч рублей. Лучших из лучших Эсен Николаев традиционно отметил отдельными подарками. А завершился праздник общим фотографированием на долгую память о самом главном утреннике за школьные годы. Сергей Михедов, Павел Пахомов, Якутск. Спартакиада зимних видов спорта Якутии в следующем году пройдет в 3 городах – Якутске, Алдане и Нерюнгри. Только в этот раз будут изменены сроки и формат ее проведения. Если раньше республиканская спартакиада проходила 5 дней, то грядущие соревнования пройдут в течение 2 месяцев – март и апрель. Формула проста. Чемпионаты первенства Якутии по 8 видам спорта, включенным в программу, состоятся в рамках 4-й спартакиады. Таким образом, результаты этих соревнований войдут в зачет общекомандных результатов. Уточняется, что в Нерюнгри спортсмены будут бороться за победу в горнолыжном спорте и сноуборде. В Якутске состоятся соревнования по шорт-треку, хоккею с шайбой и северному троеборью. В Алданском районе в рамках спартакиады запланированы лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах и биатлон. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Не переключайтесь. Удачи вам!